Если нас слышно и видно, будьте добры, пожалуйста, как обычно, поставьте нам плюсики, чтобы мы понимали, что у нас есть обратная связь, и мы можем проводить наш первый вебинар. В этом году у нас будет проходить серия онлайн-семинаров, вебинаров для специалистов, которые работают в образовательных организациях. Это учителя-логопеды и дефектологи, в большей части для молодых специалистов, которые приходят в образовательную организацию, начинают работать и очень часто сталкиваются с различными проблематиками. Будет проходить серия семинаров примерно раз в месяц. Мы с Ольгой Викторовной подготовим примерную программу, примерный план, который в итоге будет размещен на сайте GoDPO.ru и в разделе «Специальное инклюзивное образование», где вы сможете увидеть. И, безусловно, еще будем делать рассылку по образовательным организациям и управлениям образования, чтобы вы видели, понимали, что вот в этот день сегодня будет проходить тот или иной семинар, вебинар как раз-таки для вас, для специалистов, работающих в данной области. Сегодня мы хотим с вами поговорить о некоторых аспектах, которые мы уже успели выявить за определенный период работы. И по какой причине, почему мы все-таки решили обратиться именно к этому направлению и работать этот год, посвятить именно вот данной ситуации. Как вы знаете, у нас в Институте развития образования есть Республиканский консультационный центр по вопросам помощи родителям в вопросах обучения и воспитания детей различных категорий, в том числе детей с ОВЗ. Мы с Ольгой Викторовной в прошлом году и уже в этом году успели побывать в достаточно большом количестве образовательных организаций, в том числе в 8 районах, муниципальных районах нашей республики. К сожалению, мы хотим отметить достаточно такую сложную тенденцию роста детей с различными патологиями, и в первую очередь это речевые патологии на фоне каких-либо, допустим, заболеваний, либо еще чего-то, но это действительно серьезная проблематика, которую необходимо решать, на которую стоит обращать внимание, и поэтому мы решили, что стоит все-таки проводить вот такого плана мероприятия. Сегодня мы поговорим с вами о том, что будет, как будет проходить. И, конечно же, все, что мы сегодня вам покажем, это только часть того, что будет разработано и в итоге потом будет доступно для вас, как для специалистов, которые могут потом взять этот материал и использовать в своей работе. Мы с Ольгой Викторовной в течение года постараемся разработать различное количество интересных таких небольших методичек для узких специалистов, которые будут размещаться на сайте Института развития образования в разделе «Специальное образование», где раздел «Методические пособия», которые вы сможете скачать и использовать в своей работе. Выпускать такие методические материалы мы планируем примерно раз в полгода, с небольшим каким-то объемом. Если есть возможность у вас, как у специалиста, вы можете приехать к нам, получить это в бумажном варианте. Если нет, то тогда вот можно будет скачать. Сразу хочу попросить вас, уважаемые коллеги, если у вас возникают какие-то вопросы, если у вас есть какие-то запросы, о чем бы вы хотели с нами поговорить, пишите нам, пожалуйста, либо сейчас в чате, либо звоните к нам, обращайтесь к нам в институт, и мы в рамках наших договоренностей будем как бы акцентировать внимание на той или иной проблематике и проводить вот такие вот вебинары, семинары и встречи для вас. Спасибо, Наталья Александровна. Я подключусь к вашей беседе вот в каком плане. Я бы хотела продолжить мысль Натальи Александровны, почему мы, собственно говоря, предлагаем отдельный курс для молодых специалистов. Ну, последние годы мы знаем, что когда люди обучаются в образовательных учреждениях, то очень серьезно стоит вопрос об участии в практике.
Сегодня такие условия, что никого посторонних в образовательные учреждения не пускают. А я считаю, меня в этом никто не переубедит. Нельзя научить вырезать аппендицит онлайн. Я думаю, что и обучить специалиста, и логопеда, и дефектолога тогда, когда он, собственно говоря, не видит детей, тоже неправильно обучать таким образом. И только в условиях онлайн нужно, чтобы специалист видел ребенка и сумел бы дифференцировать, сумел бы понять, где ребенок с определенными нарушениями и какие потом меры с этим ребенком коррекционные нужно применять. Вот как раз поездки наши по республике, посещение образовательных учреждений нас сподвигло на то, что нужно этот вопрос решать. Проблема в том, что диагностика сегодня заявлена как один из ведущих принципов вообще обучения и развития. А уж если мы говорим о коррекционном цикле, о коррекционном направлении, то без диагностики там невозможно сделать ни одного шага. Ну, вот у нас сейчас просто очень такой серьезный случай, когда ребенку 5 лет, и никто не видел, и никто, собственно говоря, не принимал никаких мер. У ребенка ринолалия, у ребенка закрытая расщелина мягкого неба. И представляете, какое звукопроизношение при этом у ребенка. Но никто никаких действий серьезных в отношении коррекции, в отношении того, что ребенку должна быть оказана серьезная помощь, не производилось. В силу, наверное, как раз того, что испытывают люди определенные трудности в диагностике. Сегодня мы даем только направление, мы даем сегодня только табличный материал, где предлагаем вам познакомиться, как можно дифференцировать одно речевое нарушение от другого. Ну, самое, например, простое. Как отдифференцировать стертую дизартрию и полиморфную дислалию. Я думаю, что я помню себя в молодости, как это сложно сделать. И если мы кому-то поможем, то мы будем очень рады. То есть мы практически предлагаем вам все психолого-педагогические заключения логопедические и психолого-клинические нарушения речи. И предлагаем их вам материал, по которому можно сравнивать, который вам поможет в диагностике. Ну, и я хочу поддержать Наталью Александровну в той просьбе, которую она озвучила. Нам очень хочется работать адресно, нам хочется готовить материал, чтобы он был полезный. Не мы бы вам предлагали, а чтобы мы реализовывали ваш запрос. Поэтому, если у вас будет такая возможность, напишите нам, пожалуйста, с какими трудностями вы встречаетесь в вашей профессиональной деятельности и где бы вам нужна была наша методическая или консультативная помощь. И мы, я думаю, что мы справимся и поможем вам в этом деле. Безусловно, да, спасибо, Ольга Викторовна. Дело в том, что, еще раз напоминаю всем специалистам, Центр психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования работает для педагогов и специалистов любых образовательных организаций. Это и дошкольники, это и общеобразовательные организации, то есть школы, это дополнительное образование, это детские дома, это интернаты, это специальные коррекционные школы. Уважаемые коллеги, не забывайте, что мы в любом случае откликаемся на вашу просьбу и всегда готовы прийти к вам на помощь. Главное – это ваш запрос. То есть вы можете к нам позвонить, вы можете к нам приехать на консультацию, к нам сюда, в Институт развития образования. Вы можете написать запрос, вот, допустим, сейчас, или позвонив, объяснить, сказать, что вот, уважаемые коллеги, вот такая ситуация, либо написать на нашу почту нашего центра. И точно таким же образом мы с Ольгой Викторовной, собирая, анализируя материал, который к нам поступает, мы уже решаем, надо то или вот такую-то, да, тематику более подробно, более как бы глубоко изучить и показать, и обсудить с вами. Еще раз повторяю, что эти семинары, которые мы вот сейчас задумали в рамках вот этого направления, будет проводиться ежемесячно. Анонсы отслеживайте, смотрите. Ну а сейчас мы с Ольгой Викторовной хотим вам представить небольшой альманах,
Понятно, что глубоко сегодня мы прям вдаваться в вот эту именно систематику мы не будем, но вам покажем, что у нас есть, как оно выглядит, и покажем вам элементы тех материалов, которые будут в итоге изданы, которыми вы сможете потом воспользоваться. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз вас прошу, если у вас в процессе семинара возникают вопросы, не стесняйтесь, пишите. Мы все эти вопросы обсудим и обязательно решим. Итак, первый вопрос, который мне задали, когда мы готовили этот материал, что такое дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика, она нам нужна для того, чтобы мы с вами определили, какое конкретно нарушение речевое или нарушение развития у ребенка мы предполагаем. И как нам, в конце концов, найти правильный путь, построить правильный коррекционный маршрут для того, чтобы мы оказали максимальную пользу, максимальную помощь этому малышу. Итак, вот мы предлагаем вам гид по определениям. Я хочу сказать, что здесь все абсолютно определения и психолого-педагогических нарушений речи, и клинико-психологических нарушений речи. Вы можете обратить внимание, о чем мы сегодня будем говорить, обо всех вот этих нарушениях. Итак, я хочу сразу сказать, здесь фамилия Марии Семеновны, ошибка в фамилии, не Повзнер, а Певзнер. Мария Семеновна, это советский психолог, советский психиатр и дефектолог, которая занималась вопросами как раз обучения детей с нарушениями развития. Для чего нам нужна дифференцированная диагностика? Для того, что вот мы работаем с вами с теми состояниями, которые бывают очень, очень похожи, которые очень сложно отдифференцировать. Да? Но нарушение речи и нарушение речи. Но ведь причины разные, симптоматика разная, условия жизни у ребенка разные. А если мы поставим какой-то определенный диагноз, определенное логопедическое заключение, то можем неправильно определить путь. Если мы неправильно диагностировали моторного алалика и ребенка с тугоухостью, то, значит, мы с вами совершенно решим этого ребенка того чтобы развития, он получил которое он бы мог получить и да. в итоге прийти к каким-то положительным результатам. То есть все правильно Ольга Викторовна говорит о том, что дифференциальная диагностика очень важна не только для того, чтобы как бы отличить что-либо от чего-либо, но и построить грамотный индивидуальный коррекционный маршрут конкретного ребенка. Так, ну и, естественно, здесь вы можете прочитать принципы, которые определяет для нас Лев Семенович Выгодский в дифференциальной диагностике. Первое – это, конечно, выявление причин, почему это произошло, выявление всей симптоматики, описание всей симптоматики. То есть диагностическое обследование должно быть многоуровневым, оно должно быть реализовываться в несколько этапов. Естественно, вначале мы проводим диагностику, экспресс-диагностику, а потом уже проводим дифференцированную, серьезную диагностику, где проверяем нарушения по всем направлениям речи. Так, обязательно нам нужно выявить этиологию или причину, что такое, или это функциональное нарушение, или это органика. И мы с вами знаем, что сегодня очень много детей с органическими нарушениями центральной нервной системы, да, и которые будут, естественно, влиять на развитие ребенка. Нам необходимо выяснить, является ли то, что происходит с ребенком, первичным дефектом или это вторичный дефект. Это очень важно. Мы с вами знаем, что Выгодский очень много уделял этому вопросу внимания, когда у него труды написаны на эту тему. Он всегда говорил о том, что надо выявить первичный дефект. Что самый тяжелый – это первичный дефект. А потом все остальное уже будет наносным. И вторичный, и третичный, и так далее, и тому подобный дефект. И если у ребенка мы должны определить, что первично, или нарушение речи, или задержка психического развития. Опять-таки это будет определять, кто будет ведущим специалистом в коррекционной работе, какое направление с этим ребенком. И самое главное, нам будет понятно, какой результат мы, собственно говоря, получим. Какой прогноз нашей деятельности.
Угу. Дальше идем, Да, да. и не стоит забывать, уважаемые коллеги, что упускают очень часто молодые специалисты, приходящие в образовательные организации и вообще в организации, когда начинают работать с детьми. Дифференциальная диагностика – это не только то, о чем вот сейчас говорила Ольга Викторовна, да, что нужно вот то, вот это, посмотрели экспресс, углубленная диагностика и так далее. Дифференциальная диагностика включает в себя еще и беседу с родителями и изучение медицинской карты, медицинских диагнозов. Без этого вы не сможете определить точность вообще ваших поставленных диагнозов и определить действительно то нарушение, какое есть на самом деле. Потому что, допустим, вот далеко ходить не будем, да, по нашим выездам, потому что все вот сейчас живое, все на практике. Очень часто, когда говоришь с мамой, а все нормально, все в порядке, а в карте оказывается, что у ребенка было обвитие пуповиной, то есть, соответственно, у ребенка была асфиксия, и, естественно, соответственно, у ребенка идут речевые нарушения уже органического порядка. Да, это не видно, да, это не очень заметно, но это органика, и здесь работа уже будет совершенно другая. Ведь очень часто родители не обращают внимания на то, что была такая проблематика. Почему? Потому что они говорят, да, это было быстро, коротко и как бы совсем чуть-чуть. Но совсем чуть-чуть не бывает. Поэтому ваша задача, когда вы начинаете диагностику, у вас должно начинаться с беседы с мамой, папой, с мамой, безусловно, и с изучением медицинской карты ребенка, которая находится в поликлинике. И если есть выписки в детском саду, то вы должны изучить первоначально эти карты, которые находятся у медицинского работника образовательной организации. И только после этого вы уже можете что-либо продолжать дальше делать, потому что не изучив данную документацию, вы не сможете поставить достоверную, увидеть достоверную клиническую картину или просто картину, что вы хотите вообще. Я тут, Наталья Александровна, хочу еще вот добавить такой момент. Очень часто нам логопеды, молодые логопеды и дефектологи говорят, мы не имеем права смотреть медицинскую документацию, потому что это персональные данные ребенка. Вы знаете, но без информации той, которая представлена в медицинских картах, вы не можете правильно диагностировать. Вы не можете правильно определить речевое нарушение или нарушение развития ребенка. Поэтому нужно всегда уметь договориться с родителями, объяснить родителю, что вам необходимо это не для того, чтобы вы кому-то передавали эти данные, а вам это необходимо, чтобы вы вместе с родителями, вместе, еще раз говорю, вместе, определили ту траекторию, по которой пойдет коррекционная работа. Поэтому, ну вот еще на моей практике ни разу ни один родитель не отказал и сказал, что он не принесет карту, потому что это нарушение прав ребенка, что это распространение персональных данных. Во-первых, я не распространяю эти данные, думаю, что никто, ни один специалист не распространяет, а любой специалист, он получает это как первое сведения, да, первые сведения о по ребенке. которым, да, потом можно ориентироваться и на чем-то строить даже ту же последующую диагностику. То есть, изучив первоначально карту, любую медицинскую карту, вы получаете ту базу, на основе которой потом вы можете проводить диагностику. То есть мы должны понимать, а может ли ребенок вообще это делать? Доступна ли ему вот та или иная ситуация, которую мы хотим увидеть от него или услышать. То есть вот это очень важный фундамент вашей дифференциальной диагностики. И еще из того, что вот вы видите перед собой информацию, дефектолог и логопед, психолог, они очень хорошо должны знать норму. Они должны владеть информацией о нормативном развитии ребенка, по возрасту, конкретно в любом возрасте. И начинать эту, я советую вам прочитать периодизацию возрастную, начинать с Выгодского. У него очень хорошо все расписано, расписаны все нормативы по возрасту, расписаны все кризисы. Когда вы этой информацией будете владеть, вот тогда вам будет легко определить, отстает ли ребенок, или у него темповая задержка, или у него серьезные нарушения развития. Без этого, без знания нормативных данных, мы с вами, в общем-то, никакую
не построим просто-напросто никакой траектории коррекционного развития. Ну и понятно, что нормативы нужно понимать не только речевого развития, да, на конкретный возраст, но и общего развития ребенка, потому что те же двигательные навыки может очень серьезно отразиться на речевом развитии, Да, либо быть наоборот следствием. То есть поэтому тут нужно очень четко определять и знать действительно нормативы вообще общего развития ребенка и речевого в том числе. Коллеги, простите, у нас есть запись одна. Слышно, но не видно. Всем не видно? Да, ну нет, всем видно и слышно. Да? Да. Значит, это не наша вина, да? Да. Ну, пойдемте дальше. Слышно, но не видно. Так, цель дифференциальной диагностики, мы еще раз, наверное, ее, вот то, что уже мы говорили, мы обобщим это в цель. Это классификация нарушений в развитии речи с отнесением данного конкретного случая к определенному варианту дезонтогенеза и педагогической группе. У нас сегодня с вами по ВГОС детей ОВЗ у нас с вами определено 8 нозологических групп. И, естественно, у детей этих 8 нозологических групп речь будет развиваться в зависимости от того, что нарушено у этого ребенка. И я думаю, что, ну вот как раз опять-таки возвращаемся к нашей практике, к нашим поездкам, к нашим встречам. Вот эта информация почему-то не стала актуальной до сих пор для специалистов. Они почему-то до сих пор эту информацию не изучили. И наша серьезная вам рекомендация познакомиться с ВГОС ОВЗ. Понятно, что это для детей начальной школы, но мы с вами имеем полное право пользоваться рекомендациями этого документа. Во всяком случае, посмотреть, что это за нозологические группы и как с этими группами работаем. Там конкретно ОВЗ, там конкретно программы и там конкретно требования к условиям для каждой нозологической группы. Если вы познакомитесь и внимательно прочитаете и изучите этот документ, я думаю, что вот как раз в дифференциации, в диагностике вам будет значительно легче решать какие-то вопросы. Так, ну и задачи. Пожалуйста, мы как раз вот многое уже из того, что здесь в информации на слайде есть, мы уже обо многом сказали, поэтому мы, наверное, единственное, что хочу остановиться на пункте оценка особенностей нарушений психического развития при недостатках зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Вы знаете, считаю, что вот чтобы оценить проблему ребенка вот с такими нарушениями, нужно иметь очень тесную связь с медиками. Потому что только они нам дать могут информацию, что происходит с ребенком, насколько тяжелые те нарушения, которые обнаружены у ребенка. Вообще, наверное, логопеду и дефектологу нужно очень тесно работать с медиками. Вы знаете, к нам приходит иногда ребенок, и мы вынуждены посылать ребенка на дообследование к определенным специалистам. Когда я знаю, что бывают трудности, я знаю, что не всегда мы находим отклик у родителей о том, что они пройдут обследование дополнительное. Но здесь опять нужно быть очень убедительным, мотивировать родителя на то, чтобы он прошел обследование. Если к нам пришел ребенок, и мы подозреваем, что у ребенка нарушение слуха, и отправляем ребенка к сурдологу на обследование, вот в моей практике были разные случаи, когда родители пугались, когда мамы начинали плакать. Нам нужно объяснить маме, что мы, самое главное, мы не хотим определить у ребенка тугоухость или нарушение слуха, какие-то другие, а мы хотим как раз отдиагностировать, отдифференцировать, и будем рады, если у ребенка не будет никаких проблем со слухом. Но мы будем знать, в какую сторону нам идти. А если у ребенка будет это не выявлено, вот опять-таки возвращаемся к нашим поездкам. Ну, несколько наших поездок, наши поездки оканчивались тем, что мы не обнаруживали, а выявляли детей с нарушением слуха, которые
ходят в подготовительную группу, которые пошли в 1 класс, а нарушение слуха у этого ребенка никто не определял. Да, были такие случаи, когда, причем это было практически в каждом районе, 1-2 таких детей, ну, 1-2, да, мы постоянно выявляем, к сожалению, это к большому сожалению, потому что действительно ребенок, попадая в достаточно неблагоприятную для него среду, просто достаточно умственно сохранный, хороший ребенок, с которым бы, по идее, если бы занимались вовремя специалисты, если бы его поместить в ту среду, где он будет успешен, и ему будет комфортно именно с точки зрения его конкретного нарушения, это будет совсем другая ситуация. Но наши специалисты почему-то этого не видят, почему-то не хотят объяснять родителям, что у нас есть прекрасная школа, куда можно обратиться за помощью, где можно получить какую-то консультацию качественную, где можно обратиться самому специалисту, да, договориться, обговорить, ведь там специалисты, которые работают высококлассные и имеют очень большой опыт работы с такой категорией детей. И вот, к сожалению, мы таких деток выявляем, и деткам-то достаточно таким сложно и тяжело находиться в обычных, в нормальной обычной школе, потому что он не слышит учителя, он не понимает, что происходит, он не может писать диктанты. Естественно, страдает полностью психоэмоциональная сфера ребенка. Ну и обучение, то есть ребенок-то в принципе неплохой, но он страдает из-за того, что не выявили вовремя его нарушения. Ну, наверное, поэтому сегодня и одно из главных направлений коррекционной деятельности – это раннее выявление и раннее сопровождение ребенка с патологиями. Чем раньше мы определим, вот представьте, если такой ребенок у нас 5-6 лет находится в детском саду, не получая никакой помощи, или не получая адресной, не получая конкретной помощи для него. Логопед старается, она ему ставит звуки, но при этом она не определила, что у ребенка есть тугоухость, и не мотивировала родителей пройти обследование, да, то это ведь все становится бессмысленным, это все становится безрезультативным. А я считаю, что при этом страдает в основном профессиональная деятельность самого специалиста, потому что не видя результата, не получая результата, он и сам недоволен своей работой, и, я думаю, получает какую-то негативную оценку родителей. Вот задача дифференциальной диагностики заключается в том, чтобы определить, что с ребенком, в чем причина и куда нам идти. Так, ну и здесь очень быстро мы с вами пройдем по тем методам психолого-педагогической диагностики. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание. Основной и, наверное, первый этап – это наблюдение. И это всегда так. Молодые логопеды очень часто начинают с того, что они ведут ребенка к себе в кабинет и говорят: ну давай мы сейчас с тобой будем заниматься. Во-первых, вы чужой для ребенка человек. Вот когда вы несколько раз, я говорю о бюджетной работе, когда логопед работает в условиях образовательного учреждения, там можно несколько раз, не можно, а нужно прийти, чтобы дети увидели, что вот вы такая тетя интересная, симпатичная. Да если вы еще поиграете со всей группой детей, вы уже начнете диагностику, это уже диагностика, вы уже увидите особенности поведения ребенка, того, с которым вы намерены заниматься. Итак, наблюдение. Не сразу кабинет, не сразу задание и тестирование, а наблюдение, педагогическое наблюдение. Мы с вами помним, что по ВГОС психологическое наблюдение может быть только с разрешения и только по письменному заявлению родителя. И разрешение на диагностику, и разрешение на то, чтобы вы проводили психолого-педагогическое сопровождение, то есть на занятия с этим ребенком. Опрос, вот то, что мы говорили, это беседа с родителями, беседа с воспитателями. Вы можете составить любые опросники. Рекомендую, конечно, посмотреть, что у нас есть замечательного у наших апологетов, у наших ученых, которые создавали логопедию в нашей стране, и пользоваться их материалом. Так, ну и что является критериями? Это, естественно, все возможности ребенка в речевом плане.
что у него происходит, что происходило в доречевой период, есть ли на данный момент у него развита ли речь как коммуникативная функция, и соотносится ли уровень развития речи с возрастом ребенка. Если вы определили, что и речевое развитие запаздывает, или по темпу, или вы определили, что у ребенка серьезные неврологические нарушения, органические нарушения, значит, надо дальше принимать решение, с кем вы будете работать, какая помощь, какого медицинского специалиста вам нужна в работе с этим ребенком. Так. Ну, это я уже тут немножечко включусь, да. Сейчас мы с Ольгой Викторовной на данном этапе вам покажем, какие существуют таблицы. И сразу же хочу вас предупредить, что мы не будем останавливаться на них и зацикливаться надолго, потому что, как я уже и сказала, данные таблицы все будут обработаны и представлены в виде методичек, которые вы впоследствии сможете получить в свое распоряжение. Поэтому сейчас Ольга Викторовна быстро вас с ними познакомит, объяснит, что есть, на что обратить внимание. И что делает дифференциальная диагностика? Да? То есть дифференциальная диагностика в первую очередь нужна для того, чтобы отличить, ну, например, общее недоразвитие, задержку психического развития и умственную отсталость между собой, чтобы распределить их и отделить друг от друга. И определить, что у ребенка, допустим, нормативное состояние умственного развития, но при этом есть, допустим, общее недоразвитие речи, какие-то речевые нарушения действительно сложного, хорошего, такого стойкого характера. Либо это действительно уже полная умственная отсталость, которую стоит обратить внимание. Поэтому еще раз напоминаю вам, да, что все, что сейчас дальше будет представляться, то есть все сводные таблицы, сходных состояний, различий и так далее и тому подобное, будут переработаны для вас в специализированные методички, которыми вы сможете пользоваться самостоятельно в процессе своей работы. Таблиц у нас по дифференциальной диагностике здесь очень много. Мы останавливаться на всех таблицах просто не сможем по факту ограничения по времени, да, и я думаю, что и вы люди занятые, и если мы будем прочитывать все таблицы, это будет очень большой труд очень будет. Мы просто вам эти таблички покажем, и вы будете знать, что у нас этот материал есть. Самое главное, во всех таблицах идет описание того или иного нарушения или состояния. Вот вы здесь видите ОНР, ЗПР и умственная отсталость. Ну, конечно, это состояние ребенка, да. И вот здесь мы с вами можем, начиная с определения, уже в определении заложено различие. Чем отличаются эти все три состояния. И дальше мы берем уже... Да, на что нужно обратить внимание. Допустим, если общее недоразвитие речи, да, то помимо смешивания каких-то понятий похожих слов, ребенок не понимает грамматических изменений слов, да, а при задержке психического развития идет задержка фразовой речи и простота языковых конструкций. То есть нужно понимать, что да, существует такая существенная, пусть даже тавтология, да, существенное такое различие, по которым можно определить именно логопеду и дефектологу, отчленить друг от друга данные нозологические группы. Но, во всяком случае, озадачиться вопросом, да, а дальше уже, если вам нужна помощь других специалистов, вы, собственно говоря, вместе с ними придете к решению этого вопроса. Так, что у нас еще есть? Вот у нас такая таблица дифференциации задержка речи и задержка психического развития. Ну, это очень близко с первой таблицей. Да, и чем они различаются уже в конкретном, да, то есть какой ведущий дефект, какова познавательная сфера мышления и критичность, то есть уже более такие нюансы рассматриваются, по которым действительно уже конкретно можно распределить схожие по состояниям нарушений. Да. Так. Ну, мне бы хотелось все таблицы показать, поэтому я очень быстро попытаюсь это сделать. Нам очень сложно бывает дифференцировать задержку психического развития и детей с умственной отсталостью. Но это, во-первых, это не наш приоритет, да, это должен делать диагноз, выставляет психиатр. Мы это с вами должны заподозрить, то есть предположить, что у ребенка, и уже дальше отправить к тому специалисту, который должен делать ведущий вывод и выставлять диагноз. Клинический диагноз ребенку с тем, что с ним происходит. Дислалия и дизартрия, но это наша сфера деятельности, хотя дизартрия это тоже клинический диагноз.
Но все равно нам очень сложно бывает. Вы знаете, в свое время я знакомилась с литературой Елены Архиповой, так вот у нее написано, 85% детей, которым выставлена дислалия, это дети со стертой дизартрией. Ну, я не знаю, кому-то сегодня, кто-то встречал дислаликов, но в основном это стертая дизартрия. Потому что очень много, конечно, детей, которые у нас с нарушением ЦНС, с какими-то поражениями. К сожалению, опять же таки, уважаемые специалисты не всегда обращают внимание на медицинскую карточку и на беседу с родителями, где как раз-таки можно выявить проблематику и отличить за счет только беседы дислалии от стертой дизартрии, и, соответственно, сразу же становится понятно, почему у ребенка долго не встает звук. Почему он так сложно не дифференцирует те же слоги, те же окончания и так далее и тому подобное. То есть в обязательном порядке еще раз просим вас, обратите внимание, что в дифференциальной диагностике, конечно же, в первую очередь это изучение медицинской карты и беседы с родителями. Ну вот в этой таблице вы видите, как идет дифференциация нарушения, да? Очень много всяких проявлений, которые характеризуются и которые можно сравнить, и которые помогут вам сделать правильный вывод. Так, вот замечательная таблица, опять-таки, дислалия и стертая дизартрия, о чем я помните слова Архиповой, да? Здесь прописано то, что было неблагоприятным в жизни ребенка, что, собственно говоря, может привести к дислалии, а что может привести к стертой дизартрии. Это очень маленькая табличка. Это другая таблица, опять дислалия и дизартрия. Ну, потому что это наша основная деятельность, наверное, столько много мы и уделили внимания такому. Так, дифференциальная диагностика моторной лалии со сходными с ней состояниями. Вот, пожалуйста, сравнивается в этой таблице моторная лалия, дизартрия, задержка речевого развития. Я хочу сказать, что задержка речевого развития это все-таки до 3 лет у нас выявление нарушения, да, а моторная лалия это как раз выявляется у ребенка после 3 лет. Расстройство, ранний детский аутизм и интеллектуальная недостаточность. Следующая таблица, которую мы вам предлагаем, дифференциация моторной лалии, сенсорной лалии. Ну, я думаю, что многие специалисты очень хорошо знают, чем они отличаются и могут хорошо диагностировать. Опять-таки, здесь мы с вами самостоятельно сделать такой вывод не можем. Нам нужна клиническая диагностика, которая нам, собственно говоря, и определит, что у ребенка моторная или сенсорная лалия. То есть, уважаемые коллеги, если в любом случае у вас возникают какие-то проблематики, да, и вы не можете или не уверены в том, что это именно то, что вы сейчас предполагаете, обязательно обговаривайте с родителями посещение узких специалистов, таких как лор, таких как окулист, таких как невропатолог, сурдолог, потому что это ваша защита, это ваша база, на которой вы потом сможете построить именно правильный индивидуальный маршрут коррекционной работы конкретного ребенка. Я хочу еще пару слов сказать о том, что родителям, когда мы говорим о том, что им бы хорошо было пройти диагностику у психиатра или психотерапевта, они пугаются, они боятся, что если они сходят к психиатру, и он запишет им в карточку какой-то там диагноз, это будет на всю оставшуюся жизнь, это будет преграда у ребенка для получения определенной специальности. Мы с вами должны им объяснить, что это надо не нам, это надо не им, это надо ребенку. Вот если мы его оставим в том состоянии, в каком он находится на момент вашей встречи с этим ребенком, то тогда, наверное, могут возникнуть и такие печальные ситуации, когда ребенка нужно будет лечить уже в более старшем возрасте. Так. Ну, дальше все будем таблицы пролистывать. Ну, мы пока покажем, да, что вот есть такие таблицы, которые будут представлены вашему вниманию, еще раз повторяю, да, в методических разработках с подробным описанием каждого нарушения, чтобы было понятно, что сейчас и сегодня мы говорим об этом, и ради этого, и обязательно будут все вот эти таблицы данного порядка представлены для того, чтобы вы могли ими пользоваться. Надо просто в какой-то таблице нам хотя бы пример какой-то привести. Там есть алалия, дизартрия. Да, давайте. Нет, дислалия, дизартрия нет.
Самую последнюю берите. Самую последнюю? Да. Ну, вы давайте, моторная алалия, задержка психического развития, пару буквально в критериях. Сущность, так, сводная таблица по дифференциальной диагностике моторной алалии и задержки речевого развития. Еще раз давайте все-таки определим, что задержка речевого развития – это дети до 3 лет. Да? Сущность нарушений, при моторной алалии, форма патологии. Да, тут ошибка. Еще одна. Вот, давайте, замечательно, сегодня это актуально. Очень часто возникают вопросы, потому что не могут отличить, и достаточно сложно различить данные направления, но можно. Да. Итак, мы с вами дифференциальная диагностика смотрим, моторной алалии раннего детского аутизма. Критерии сравнения по определению. Моторная алалия – это речевая патология, а при аутизме это особая психическая аномалия, нарушено формирование эмоционального контакта с окружающим миром. Ну, вот здесь написано особая аномалия, а если мы с вами познакомимся с трудами Ольги Никольской, там конкретно написано, это патологическое развитие, это искаженное развитие ребенка. То есть это не просто нарушение, это искаженное развитие. Раннее развитие у ребенка, раннее речевое развитие у ребенка с моторной алалией, речь развивается неполноценно, а у ребенка с детским аутизмом речевое развитие, норма, по темпу может обгонять сверстников. При утрате речи разговаривать сам с собой и во сне. И вот вся таблица, вот если вам эта таблица нужна будет, вы посмотрите, опять-таки критерии очень дифференцированы. Здесь много разных проявлений, по которым вы для себя можете сделать вывод. Ну, по крайней мере, заподозрить. Не то, что безошибочно, да, но предположить и направить родителей в четком таком грамотном направлении, да, к специалисту для решения той или иной ситуации, вы, конечно же, сможете. То есть вы сможете с каким-то предположением уже переговорить с родителями, направить их к специалистам более узкой специализации. Например, чтобы вот отделить моторную алалию, допустим, от раннего детского аутизма. Каким образом, да, вы предполагаете, пишете под вопросом диагноз и, безусловно, направляете к узкому специалисту, дабы помочь и себе тоже в работе в последующем с этим ребенком. Безусловно, здесь идет работа с родителями. Без этого никуда. Вы должны им объяснить, вы должны до них донести, что это необходимо, что это важно, что это очень важно именно конкретному ребенку и их ребенку. Дифференциальная диагностика очень важна в вашей работе. Она нужна вот именно в таких ситуациях, сложных, в сложных, спорных ситуациях. Ну и, как мы уже неоднократно отмечали, для того, чтобы каждый ребенок получил ту работу, ту необходимую помощь от специалиста, которая нужна ему здесь и сейчас в данной ситуации. Ну вот у нас уже наша, наверное, сегодняшняя встреча подошла к концу, и нам бы очень хотелось, чтобы вы как-то запрос свой представили. Если у вас какие-то вопросы, что бы вы хотели увидеть поподробнее, услышать поподробнее, на чем бы вы хотели, чтобы мы остановились более подробно в следующих наших встречах, пожалуйста, можете сейчас нам написать. Мы это все увидим, мы это обсудим и впоследствии представим вам материал, который будет вам необходим в дальнейшей работе. Наталья Александровна, у меня вот какой вопрос от имени молодых специалистов, которые, я думаю, заинтересованы в том, что повышать свою профессиональную компетентность. Могут ли они звонить и получать какую-то первоначальную консультацию? Кому обратиться, кому подойти, кому записаться на консультацию? Вот то, о чем мы с вами говорили уже, и я уже объясняла, что, безусловно, любой специалист может позвонить в Центр сопровождения специального инклюзивного образования 28 60 11, добавочный 321. Прийти к нам сюда на Орджоникидзе 23, в кабинет 114, 116, 111, и поговорить с нами, с Ольгой Викторовной, и получить любую консультацию в
нашей компетентности, то есть в тех вопросах, которые вас интересуют, которые вам нужны по работе с каким-либо диагнозом, с каким-либо ребенком. Или в силу наших каких-то особых причин мы не сможем дать вам консультацию, то мы, во всяком случае, дадим направление, где вы можете получить эту консультацию. Все, ну а на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Ждем ваших вопросов. До встречи. Есть вопросы? Нет? Посижу еще, подожду.